Вот так с традиционной ингушской мелодией начинается празднование 262-летия села Икажево. В актовом зале Дома культуры собрались представители Минаца, местного самоуправления, общественных организаций, старейшин Тейпа и просто местные жители. На сцене звучат стихи и песни. Жители поздравляют друг друга с праздником, вспоминают историю поселения. Не мог пропустить эту дату известный следователь Исаак Астоев, тоже выходец из Икажева. Гражданский команд Николай Пачалов, Цуганханы, Ликнах, Сехазанах, Адл Булхуцы, Динуцы, Аманхама, Ринчи, Пасхана, Дики Булшицы, Йохтыш, Уберич мягко, Повож, Нахуречный парк. Да, бегал был праздник. Да, никто сказал, что мало асфальт. Село входит в зону одного из крупнейших групп археологических памятников. Согласно некоторым исследователям, здесь мог находиться средневековый Магаз, столица Аланского государства. В 2007 году Икажево было признано вторым крупным сельским поселением в России с населением 24 тысячи человек. За последние несколько лет здесь произошли ряд изменений. Годовщина образования селения отмечается в канун празднования юбилея возрождения Ингушетии. Праздник двойной и повод радоваться есть. На сегодняшний день в Икажево функционирует 6 школ. 3 из них были построены по национальному проекту образования. В конце этого года планируют сдать еще одну на 720 мест. За последние 4 года количество посадочных мест увеличилось в 3 раза. Это качественные социальные объекты, новейшее оборудование, кабинеты дополнительного образования и удобные классы. Для всего этого подбираются профессиональные кадры. Конечно, работать в одну смену намного проще и учителям, и детям, потому что после уроков мы можем оставить своих детей на дополнительные занятия, мы можем поработать с ними по различным направлениям, мероприятия и так далее. А когда школа загружена, когда работаем мы в 2 смены, и учащиеся устают, и учителя тоже устают. Конечно, это большой плюс, если мы перейдем на односменку. И открытие этих новых школ, это, конечно, радует весь педагогический состав. Позаботились и о дошкольном образовании. В селе до 2014 года не было государственных детских садов, только частные. Доступны они были не всем. На сегодняшний день есть 2 детских сада на 220 малышей каждый. Это позволило многим мамам вздохнуть свободнее. Как я дала сюда своего ребеночка, у меня появилось много свободного времени. То есть я могу это время посвятить себе. И также я устроилась на работу сюда. Я здесь работаю воспитателем. Садик очень хороший, благоустроенный, комфортный для детей. Все условия у нас в нашем садике, что по образовательной части, что для общего развития здесь в принципе все есть. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была полностью реконструирована трасса Магаз-Икажево. По программе Минсельхоза «Устойчивое развитие села» построены фельдшерско-акушерский пункт, почта, установлено освещение на центральных улицах, отремонтировано около 2 километров трассы Назрань-Сурхахи. Присыпано гравийной смесью более 30 улиц общей протяженностью 32 километра. А в целях обеспечения безопасности и удобства пешеходов были предусмотрены тротуарные дорожки по улицам Афганской, Фронтовой и Ингушской. По проекту Министерства спорта на окраине села организовали футбольное поле и воркаут-площадку. Был построен ФОК, который включен в состав Олимпийского резерва, и несколько спортивных площадок, распределенных по всему селу. Все для того, чтобы тренироваться, все есть, да, стадион, ФОК, ФОКе все тоже, снаряжение есть, ковры, что для дзюдоистов, что для боксеров, тэквондистов, все есть для этого. В целях улучшения энергоснабжения села были построены линии электропередач протяженностью более 2 километров. На нескольких улицах были проблемы с водоснабжением. Эту задачу решили, проложив новые коммуникации для жителей 16 улиц. Заменили ветхие трубы протяженностью в 4 километра. Газифицированные новостройки. В настоящее время в селе закрыты на 90% проблемы с коммунальным обеспечением.
И газ, свет, шихана, бесперебойно елжи. Все комфортные условия есть для проживания, свет, газ, вода, бесперебойно все работает. В начале 2021 года был открыт новый дом культуры в восточной части селения. Основной акцент здесь сделан на развитие и поддержку юных талантов. Мы обучаем детей танцам разных народов Кавказа. Есть по желанию, кто есть, индивидуально какие-то есть пожелания постановки танцев. Мы обучаем детей пению. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Икажев до 2025 года запланировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, дневного стационара, футбольного поля, 5 детских площадок и столько же спортивных, тротуаров, 2 школы и многое другое. Лина Сычуева, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.